Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 29 декабря 2023 года, 19 часов 59 минут по Берлину, уже 21 час ровно по городу Джохару. Друзья, сегодня стрим у нас на русском языке. Стрим у нас вещается на канале YouTube, на канале Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Я вас всех приветствую, друзья. Хамзат Эдам Машдовольшу алейкум ассалам. Все, друзья, приветствую. Как обычно, хочу начать сегодняшний свой стрим с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях русских оккупантов в Украине. За прошедшие сутки уничтожено 850 террористов, 13 танков, 18 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 3 антиаэркрафт, 36 БПЛА, 35 автомобильной техники и цистерны, 7 спецтехники. Слава Украине, слава ЗСУ, друзья. Также стоит отметить, что за прошедшие сутки фашистская Россия нанесла очередной удар, массированный удар дронами и ракетами. Удары нанесены по таким городам, как по Запорожью, Днепру, Киеву, Одессе, Харькову, Львове, извиняюсь. Погибших несколько десятков человек, до сих пор людей ищут, достают из-под завалов. Около 30 человек уже погибло, более 130 ранено. Самое отличительное, как Россия ведет войну, это то, что она всегда бьет по мирным объектам. Фашистская Россия, ее пропаганда заявили нам, что удары были нанесены по каким-то военным объектам и так далее, но есть видеозаписи и уже по месту уже разрушения, есть видеозаписи попадания этих ракет, потом уже съемки уже журналистов с места трагедий. Удары наносились строго, чисто по гражданским объектам, по мирному населению. Это метод запугивания, мы, чеченцы, этот метод очень хорошо знаем. Они бьют не по военным, а специально, целенаправленно бьют по гражданскому населению. На первый взгляд это может показаться, это военное преступление, без сомнения. Именно так международное право квалифицирует удары по гражданскому населению, целенаправленные удары, которые не могли быть случайными. Это мы видим по массированности. И на первый взгляд это может показаться каким-то глупостью, дебилизмом, я не знаю, отмороженностью и так далее. Но на самом деле это схема, которая работает. И если долго вот этим заниматься, то люди, которые получают по своим головам вот эти ракеты от России, начинают видеть еще, если правильно преподавать информацию, подавать информацию, правильно ее, как они это умеют делать, преподносить, то население начинает винить своих военных, своего президента, свою власть. Внутри, конечно, бывают провокаторы, которые это все подстегивают, но вот эта схема, она работает, если упорно. Именно поэтому эти удары запрещены, потому что они жестокие, они циничные, это нарушение правил и обычаев ведения войны. И испокон веков это было, испокон веков Россия именно этим и занималась, потому что она это делает безнаказанно. Международное право для России не писано, правила и обычаи ведения войны Россия никогда не соблюдает, даже если она может соблюсти, если это никакая не критическая ситуация, просто ради своих садистских, своих вот этих нечеловеческих страстей эти люди именно по мирным людям бьют. Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления желаю пострадавшим. И, еще раз, очередной раз мы увидели
истинное лицо фашистской России. И если кто-то думает, вот именно то направление, которое русские применяют, выбирают способы ведения войны, запрещенные, преступные, и кто-то, если начнет там поддакивать им, да, наши военные не справляются, наша власть плохая, третье, десятое, это, во-первых, им на руку, а во-вторых, вы поймите, что если не будет этих военных, если вы сдадитесь, будет в 1000 раз хуже. Я как чеченец, который всю свою сознательную жизнь видел, что такое фашистская Россия, ее методы, могу вам заявить, смерть покажется для многих просто избавлением и счастьем. До того это будет очень страшно. У них изначально запланировано уничтожение 20% украинцев. Это они открыто говорили, их депутаты говорили, у них по плану, вот их по методике ведения войны, чеченцев 30%, ну, буйные, непокорные, все такое, как они считают, а другие народы 20%, в частности, речь всегда у них шла об Украине, об украинцах 20%, то есть уничтожение 8 миллионов украинцев, это уже у них как бы заложено в программе, это не преувеличение, это не сказки. Это суровая действительность. Именно так большая Россия стала такой большой. Именно этими методами. Уничтожая народы, покоряя их, завоевывая. И затем их используя для новых захватнических своих имперских войн. Поэтому, украинцы, держитесь. Враг коварен, жесток, беспринципен. Ну вот такая вот эта жизнь, такой сосед. Машволь, Мустан, Шавига, Кельчу, Мельвенек, Машволь, алейкум ассалам, друзья, я вас всех приветствую. Нам зашел Ахмад Силас, ли он? Так, почитаю ваши комментарии в YouTube, абсолютно верно, совершенно точно, так, все будет Ичкерия. Англичане поставят много ракет для сбития русских ракет. Очень много сбито, Асланбек, ракет. К большому счастью, Украина может защищаться. Да, этого недостаточно. Враг силен, как мы знаем. Эта армия себя позиционировала второй армией в мире. В мире она позиционировала себя как там, великая держава и так далее. И вот украинцы, которые не понтовались, не говорили, какие они сильные и великие, спокойно остановили, держат. И даже нету речи о перехвате инициативы. Какие-то населенные пункты русские там пытаются завалить просто бомбами, трупами. И какие-то маленькие населенные пункты оставляют украинцы, чтобы беречь своих солдат, свое население. А они вот делают, что могут. И поэтому ракеты и противоракетные системы Украине будут поставляться. Украина сделала рывок, который может позавидовать многие страны в технологическом плане. Те оружия, которые она получает, даже если есть некоторые не самого последнего образца, но получаются и современного образца оружия. Это технологический прорыв, нет худа без добра. Это именно в этом случае можно сказать, что Украина становится сильнее, она осваивает, ее военные осваивают новые технологии. И эта нация становится новой нацией, не та, которая еще полусовковая нация была. Она вот становится настоящей независимой нацией. Конечно, это трудно, это больно, это кровь. Ну вот. Вот так вот. Сотник сказал, что русские вывели Черноморский флот после гибели корабля Новороссийск, где погибло 74 орка. Или Новочеркасск, может, про этот Асланбек речь, или еще один потопили.
Так, 300 самолеты выходили на перехват русских самолетов, которые приближались к границам Запада с целью провокации. Угу. А Россия уже, можно сказать, стала на колени, лишь бы, чтобы украинцы на переговоры не пошли. Не пойдут, Эдам. Украинцы, я тебе скажу, это такой народ, такие люди, которые не забудут то, что им сделали. Это не русские. И русские не пошли бы после того, что с ними сделали. И они имеют такую поддержку на Западе, имеют такое оружие. Мобилизовали уже всю нацию. Ведь там 300 тысяч призвали, 400 тысяч призвали. Вся нация украинская воюет. Это не обязательно на фронте они должны быть. Каждый переживает, донатит, там информационно ведет борьбу. Украинцы не сдадутся, потому что им сдаваться некуда просто. Это самоубийство им. Сейчас, имея такую поддержку, такую силу, они уже вторая армия в мире, может третья армия в мире. Нет, они не сдадутся и не пойдут на переговоры. Никогда этого не произойдет. Гнуть железный стержень украинцев, чтобы проявить усталость и сломить стержень украинцев. Да, Хамзат, они хотят людей просто, но именно целенаправленно бить по людям, это же однозначно военное преступление. Все это зафиксировали, все это увидели. И русские знают, что это украинцы будут фиксировать, их следователи будут все это аккуратно собирать, все это будет. Они это понимают. Но для того, чтобы сломить волю народа, людей, посмотреть эти ужасы, это ужас. Одновременно бить вот так цинично, так подло. Но мы это, чеченцы, знаем. Именно так с нами русские воевали. Наши бойцы с ними вступали в бой, они разворачивали свои пушки, после этого били, когда у наших заканчивались патроны, бой отступали наши, они начинали бить по деревням, по населенным пунктам, убивать людей, чтобы потом эти люди говорили, вот если бы не напали бы вот наши бойцы, то вот тогда бы русские по нам не ударили бы. А когда бойцы закончились, когда все военное сопротивление сошло на нет, нам дали право на жизнь, сказали, мы даем вам право на жизнь, остальные права мы у вас забираем, но жизнь вам сохраняем. И согласились люди, хорошо, все, давайте не будем сопротивляться. Сегодня мы видим пытки, тюрьмы, онкология, вот это все, и плюс право на жизнь, которое нам дали, оно забирается, массово отправляя людей на преступную войну, в которой вот мы видим съемки сегодня, вчера я видел, как лежат чеченцы в окопах, кадыровцы, которые оказались в силу разных обстоятельств. Кто-то обманом, кто-то за деньги, кто-то объясняют, например, чеченцам, которые по-русски даже не говорят, им объясняют, что украинцы воевали против вас, вот есть доказательства, вот смотрите, они помогали русским нас убивать, о чем мы их жалеть будем? И некоторым чеченцам ставят, или ты идешь в кадыровский вот этот Ахмат, или идешь служить в российскую армию, куда-нибудь тебя там отправляют, туда там, в Сибирь, куда-нибудь, в Дальний Восток, где ты проходишь подготовку, там все такое. И чеченцы, чтобы не идти вот эти кадыровские структуры, считая это предательством себя, своих принципов, говорят, ладно, пойдем в армию российскую, потому что если не идешь ты, забирают твоего брата. Брата жалко, лучше я сам пойду, потому что сбежать ты можешь, но заберут отца, заберут брата. Были случаи, убивали тех, кто оказывал сопротивление или отказывался подчиниться приказу. Мы этот случай знаем. Магомед Бессултанов был один, как минимум, убитый, мы знаем, который оказал сопротивление, вернее, не подчинился просто, никакого сопротивления он не оказывал, не подчинился просто, не захотел идти в армию. Его просто застрелили на глазах у жены, и просто человека убили. И таких случаев, такие случаи есть. Поэтому еще раз и еще раз призываю чеченцев, ни в коем случае не идите на эту преступную войну, всячески увиливайте, садитесь в тюрьму в конце концов.
Не попадайтесь на уловки, что не идти в кадыровцы, пойдешь в российскую армию. Через 3 месяца после того, как вас заберут в российскую армию, вы уже по приказу поедете все равно воевать. И не имеет значения. Да, кадыровцам, наверное, это еще неприятнее идти туда, среди них находиться. Но, опять же, это тоже не выход, оказываться в российской армии. Вот что ждет украинцев, вот что будет дальше, если украинцы сдадутся, устанут, проиграют. Этого не произойдет никогда. Мир не даст этому случиться. Россия не бьет по мирным жителям, говорит. Это наглая ложь, Эйнштейн. Это наглая ложь. В Запорожье погибло 8 человек, в Днепре 6, 9 в Киеве. Это 5 часов назад, тут на BBC есть такая информация. 9 в Киеве, 4 в Одессе, в Харькове и Львове погибшие. Одновременно были нанесены удары калибрами С-300, кинжалы, там, что там еще у них, там дроны применялись. Выпущено около 110 ракет по воздушным, но воздушные силы ВСУ назвали еще большую цифру, 158. Зеленский сообщил, что выпущено 110. ВСУ назвали 158 ракет разных типов и ударные беспилотники. Около 3 часов ночи в воздух были подняты 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Около 6 утра они запустили не менее 90 крылатых ракет. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили 8 крылатых ракет, 5 аэробаллических кинжалов. Сбить удалось только 87 ракет и 27 дронов, заявил главком ВСУ Валерий Залужный. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, сказано в сводке воздушных сил. Ракеты и обломки сбитых ракет упали на несколько крупных городов, в том числе Киев. Родильный дом, учебные заведения, торговый центр, многоэтажки и частные дома, коммерческий склад, парковка, Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков, Запорожье и другие города, перечислил пострадавшие от массированной воздушной атаки города и объекты Зеленский. Россия утром не комментировала массированный удар по Украине. Так что любимая цель русских фашистов — это родильные дома, торговые центры, базары, рынки, многоэтажные дома. Ну, все как любят. Учебные заведения. Именно так Россия воевала с чеченцами, именно так она воевала со всеми, с кем она воюет, и именно так она воюет сейчас с Украиной. 158 общий, из них 96 сбито. Да, Мустан, 158 сообщает нам ВСУ. ВСУ виднее. Россия всегда бьет по мирным жителям в Киеве, в Одессу, по разным городам. Все сюда записать невозможно. Да, Вулкана, абсолютно верно. Мы знаем, нам не нужно ничего доказывать. Мы, чеченцы, знаем это просто. Мы выросли на этом. Мы видели, как они целенаправленно. Это только сейчас они бьют. А когда они заходят, посмотрите, в ДНР, ЛНР, они там сразу же устанавливают свои пыточные вот эти концлагеря. Это очень большая такая система, в которой задействовано очень много садистов, которые перемалывают людей просто. Таким образом они вербуют людей, таким образом они выявляют там неугодных, таким образом они себе набирают новых там бандитов. Ну и пытают и удовлетворяют свои вот эти садистские наклонности, потому что есть такая категория у них людей, которых по ним везде возят, и они людей пытают, убивают. И так это может, вот это лагеря, а у нас на всей территории Чеченской Республики Ичкерия огромное количество, десятки было вот этих концлагерей, маленькая Чеченская Республика, меньше Киевской области, десятки были вот этих концлагерей, где каждый день людей ломали, перемалывали. Вот это то, что в ДНР на подвал, да, и принятое выражение, на подвал посадить. Вот это на подвал посадить, это имеет такие промышленные масштабы. И если же Украина не выстояла бы, например, это был бы ад для украинцев. Они будут ломать просто всех и вся. Очень, очень жестоко себя ведут.
Всем нормальным людям хорошего вечера. Взаимно, взаимно. Слава Украине, и да будет Ичкерия. Героям слава, Сергей. Салам алейкум, алейкум ассалам. Так. Министр обороны Англии сегодня официально заявил о поставке большого количества ракет Украине. Господи, благослови Великобританию. Да, Новочеркасска, да, Самбек. Роман Цымбалюк сказал, что пора в ответ на обстрелы украинских мирных городов отвечать обстрелами мирных домов Белгорода. Как вы думаете, стоит это делать? Да, это категорически нельзя делать. Сегодня сила Украины заключается в ее союзниках, поддержке ее имиджа, ее репутации. У нас маленькая армия была, у нас мало бойцов было, кто сопротивлялся, и народ у нас малочисленный, территория маленькая, но мы соблюдали международное право. Что бы про нас ни говорили, как бы ни было, мы всегда соблюдали международное право. Русские целенаправленно проводили среди нас операции, провокации, чтобы снять на съемку, там, как кого-то там расстрелять там, или кого-то там убить, нанести какой-то удар. И мы не наносили удары неразборчиво по мирным гражданам. Это военные преступления. Ни в коем случае этого нельзя делать. Как бы тяжело не было, как бы не хотелось ответить так же. В исламе говорится: воюйте против них так, как они воюют против вас. Но не приступайте, говорится в исламе. И если исходить из позиции, из догм религии, то украинцы имеют право ответить так же, как ответили, как нанесли по ним удар. Но мы живем в современном международном мире, современное международное право запрещает эти удары, даже если по вам наносят. И если вы имеете право, это еще не значит, что вы должны так же поступить. Да, есть военные объекты. Нужно заходить в Белгород, нужно занимать территорию, нужно уничтожать там комбатантов, что разрешено международным правом. Потому что репутация и имя Украины, которая останется в веках, вот эта схватка сегодняшняя, вот эта тяжелая война, она будет изучаться, она уже изучается, она будет еще историками изучаться. И в этом плане Украина должна показывать просто стойкость и подчеркнутую правильность в своих действиях, в своих правовых, с правовой точки зрения правильно должны приниматься. Конечно, нельзя ни в коем случае по гражданским бить. Но нужно переносить войну на территорию России, если это так уже идет, это давно уже пора делать. Я недавно смотрел. Я, кстати говоря, очень удивился. Давно не смотрел вот этих разных российских комментаторов, которые за Украину, там проукраинские и так далее, россияне, там Гонопольские, разные Гудковы, Мутковы там и так далее. Давно их уже не смотрел, начал их смотреть, но люди просто по-другому сейчас очень говорят. Они, мне кажется, говорят, как на нашем канале реалити происходит. Такие же вещи начали говорить. Слова, конечно, это хорошо, это правильно. Именно в этом направлении нужно продолжать. Смотрел вот этих русских добровольцев, которые РДК, да, Русский добровольческий корпус, есть такой. Да, это националисты, это враги чеченцев. Пока они не признают Чеченскую республику, право нашего государства на нашу свободу, если они не признают преступления, совершенные их фашистской Россией, как сейчас против Украины, против чеченского народа и государства, я не могу их сказать, что это мои там соратники или единомышленники, хотя они на стороне Украины. Но то, что вот они говорили, мне, например, понравилось. Несмотря хотя я от них не слышал, что они признают право чеченского государства на свою свободу, преступления и преступники, совершившие преступления против чеченцев, что должны быть наказаны, выплачена контрибуция и так далее, что неизбежно произойдет и в отношении Украины, и Грузии, и Ичкерии, дай бог. Но есть русские ребята, которые собираются, и я пытался увидеть
хорошее в их словах, их действиях, потому что мне это тоже важно. Потому что даже если это наши вчерашние враги, может быть, мы станем не такими уж врагами. И если это будут нормальные русские, которые хотят для русских нормальную русскую республику, где они не будут свои имперские амбиции распространять на те народы, которые не хотят быть с ними. Кто хочет, пусть остается. Я не буду настаивать, конечно же. А вот кто не хочет, всем должно быть дано право выйти. И нужно вот в этом направлении действовать. Может быть, если надежные командиры, там русские, россияне, оставить их, если нет, заменить их на русских украинцев, граждан Украины, проверенных, там детектор лжи, там, ну все это, наверное, делается, все это проверяется. И это очень важно, чтобы мы доверяли друг другу, что мы делаем одно дело, на одной стороне истории находимся. И нужно русских с России брать, кто переходит, собираться под знаменами той же РДК или кого там еще. И опять же, если по чеченскому вопросу они свою позицию обозначат, я тоже смогу обозначить свою позицию по ним. А так нужно и в Белгород заходить, и в Орел заходить, и в Брянск заходить, и проводить все действия, которые на войне, как говорится. Олигер ком олигер, как говорится. Война есть война, страшная война. Аслан, кто прав, твоему мнению? Я прав, по моему мнению. Что за разговор? Всем добрый вечер. Добрый. Что вытворяет Россия? Так, это у нас здесь товарищи опять зашли. Ну да, видя, как его сегодня убили, слава Богу, человек сдастся, думая, что зато я буду жив, это быстро закончится. Вот к этому склоняют, что в панике поддались и в плен. Алейкум ассалам, да. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, Шамиль. Я думаю, те украинцы, которые воевали за РФ в Чечне, сейчас находятся на России. Это не украинцы, как-то так. Да, Софа, может разные там есть. Давайте не будем считать, что кто-то, военные есть, СБУшники есть, которые помогали. Но сейчас мы об этом не говорим. Я просто иногда обозначаю этот момент, как, например, мотивирует на той стороне, чтобы мы понимали, что происходит. Сегодня то, что происходит в Украине, это ошибки не только всего мира, но и конкретно и Украины, ее политики, как она себя вела с Россией. Она умиротворяла ее. Вот этот крымском, черноморский вот этот флот в Крыму, который стоял, он же и захватил этот Крым, как мы знаем, большую часть там принимали участие. Это ошибка была, это недальновидная политика некоторых была. Поэтому эти вещи нужно знать, но мы не должны сейчас возвращаться, выяснять отношения, там, что нам сделали украинцы, что нам сделали грузины. Если это говорить, то, конечно, это врагу будет только на руку. Осознали, сегодня Верховная Рада признала, что над Чеченской Республикой, над чеченским народом проведен геноцид, что территория оккупирована. Верховная Рада Украины официально, это факт, исторический факт. Все, позиция Украины ясна. Хорошо было бы, если еще президент поставил точку как президент. Но, к сожалению, пока президент на это не реагирует. Наш президиум, нашу официальную власть пока не признают, не зовут выступить в Верховной Раде. Хотя наш президиум это опытнейшие люди, которые знают, как победить Россию. Они ее побеждали, эту Россию. Поэтому что, есть и хорошего, и плохого. Сейчас мы должны говорить только то, что нас объединяет, что должно нас делать сильнее. Не делиться ни на нации, ни на религии. Мы отстаиваем право жить свободно, демократично от империи, которая почему-то считает, что вот украинская земля это ее, кавказская земля это ее, все, куда они, от Лиссабона до Дальнего Востока это их.
а потом и дальше они захотят. Мы это все знаем, аппетиты у них дальше приходят. И удобнее воевать новыми завоеванными народами. Вот сейчас кто бегает от мобилизации в Украине, то там еще что-то третье. Завтра, если все это, и, там, не дай бог, это произойдет, Украина потерпит поражение, то эти, кто сейчас там пророссийский или не хочет помогать своей армии, бегает, еще что-то, не обязательно же идти на первую линию. Там есть мужчины, кто и делает на первой линии, но очень много нужно делать и на второй, и на третьей линии, и в тылу. Все должны просто. Мы это видим. Но есть, конечно, те, кто и не такой ответственные. Это они должны понять, что они не спасутся. Вы связались с абсолютным злом, беспримесным злом на этом земле. Но к вам пришло это зло. Вы уже не можете ничего сделать. Либо покориться, либо сражаться до победы. Другого выбора нет. Покорение, сдача – это худшее, что может быть. Поэтому сейчас, когда весь мир помогает, все шансы украинцам стать сильнее, технологично, экономически. Сейчас украинский президент, ну, были, конечно, сейчас мы видим негативные моменты, которые произошли, да, в первые месяцы войны президент Украины ногой мог любую дверь открывать в любом самом высоком кабинете. И сейчас уровень авторитета, уважения к Украине, к президенту Украины, к власти Украины, к Залужному очень высоки, конечно же. И поэтому этим нужно пользоваться. Не так, что вот мы тут за вас воюем там и так далее. Вам скажут, воюйте сами тогда, ребят. Эти тоже, вот эти высокомерия, какие-то там понты, их тоже нужно всегда сдерживать. Потому что, ну, скажут, ребят, ну, давайте сами. А вам и так придется самим. Хотите вы этого или нет, но вам уже враг пришел, уже убил столько людей, разрушил. Поэтому нужно объединяться всем, объединяться. От чеченцев нос не воротить, от других нос не воротить, помогать всем, заниматься всем, кто внутри России хочет выйти, наладить вот эти каналы, не поддаваться на разные симулякры, которые специально создаются, чтобы якобы мы будем бороться, а на самом деле это будет только пилить бюджет, там, отвлекать силы, внимание, тратить время. Самые лучшие в этом плане из всех оккупированных это чеченцы. С нами нужно больше работать. Президенту нужно работать Украины. С нами, с нашим президиумом, с легитимной, единственной, законной властью нашего народа. Ну вот, все мы должны помогать Украине и должны победить. Да, Аллах. Так, Россия бьет по мирным, причем намеренно. Абсолютно, 100% намеренно, специально бьет по мирным. Так. РДК нет, он в голове у Пономарева русский в разных частях ЗСУ, Сотник сказал. Ну, может и так, Ослабяк, я не знаю. Слышал, что ракеты направлялись на военные склады, что виноват по Украине, которые мешали. Но на вопрос, почему Россия вообще стреляет по Украине, ракеты, на это ответа нет. Мистер, ну, во-первых, это абсолютная ложь, да, по военным объектам тоже нам Залужный сообщил, ЗСУ я прочитал, что да, удары наносились и по военным объектам, но в основном удары нанесены целенаправленно по гражданским объектам. В роддом именно, это чисто любимая тема России, она всегда бьет по роддомам, всегда. Во всех войнах вы можете обратить внимание, в начале Украины это такое за самое живое задеть, самое болезненное, самое ужас, чтобы вогнать человека. Поэтому мы знаем, кто такая Россия, как она ведет войну, поэтому нам сказки рассказывать абсолютно не имеет смысла. Баркал, всем спасибо за подарки, друзья. Все околооппозиционные каналы принадлежат Ходорковскому и Пономареву на территории РФ. Всякий там ёшкин крот. Да, не знал.
Потому что Россия это такая страна, которая не верит никому, даже Богу, даже христианству. У них никакой веры нет. Они безбожные чумобики, террористы, бандиты, говорит Адам. Так, Ичкерия Машволь. ФСБ большинство нацики, они возомнили себе, будто бы они богатыри всякие, рунические нашивки бывают. Может быть. Я слышал новый гимн Украины, кто слышал, но в конце меня радовало слово «там будет свободно Кавказ». Не слышал, не слышал. Так. Дякую, дякую, спасибо. Аса, я не знаю, почему некоторые украинцы не любят своего президента Зеленского. Ну, в моих глазах он, как бы сказать, герой. Почему? Потому что, когда пришла беда в Украину, он не убежал, и со стороны он остался. Польша тоже готовится к войне. Адам, убежал, это еще не герой, я тебе вот признаюсь. Зеленский нормально, пока его полномочия есть, своей работой он справляется. У нас есть, у чеченцев есть претензии к Зеленскому, у украинцев, конечно же, есть к нему претензии. Но поэтому убежать я не думаю, что это тоже геройство какое-то. Ты баллотировался уже в воюющей стране, и ну, убежать это было бы просто смешно. Как-то так, друзья. Так, спасибо, ребят, спасибо за подарки. Ассаламу алейкум, алейкум салам, Аслан, слава Украине, свободу Ичкерии, Мавидину, алейкум салам, героям слава. Да, Аслан, все верно, воевать за свою страну, делая всем одолжение, корни неправильно, и видится именно так. Да, конечно, мы все понимаем, что Украина стоит на передке, что Украина отстаивает демократическую Европу, демократическую цивилизацию, и это правда. Да, но вот постоянно кичиться, говорить об этом, ну, оборона, рубеж может заняться от стран НАТО, и все, и Украину могут оставить. Наоборот, Украина хочет вырваться, войти в эту семью НАТО, Европейского Союза, именно за это идет война. Просто уже, украинцы так и не кичатся на самом деле, просто иногда проскакивает, было просто несколько раз, так нужно со всеми налаживать. Я имею в виду, у него был выбор, да, уехать в США или спрятаться где-нибудь, но он не уехал, он остался своим народом. Ну да, остался, молодец, правильно. Такс. Друзья, наш канал снова подвергается атаке, постоянно у нас отписывают подписчиков, YouTube канал имеется в виду, поэтому распространяйте ссылку на наш стрим как можно больше, раскидайте, это очень важно, это помогает пробить ту информационную преграду, которую русские нам ставят, постоянно они нам отписывают подписчиков, просмотры, ну всякие вот, какие-то пакости пытаются делать, друзья. Поэтому помогайте вместе. Мы ведем информационную борьбу против фашистской России. Героям слава, Иван, героям слава. Слава Ичкерии, говорит Иван. Русские, как все империи, в своих границах будут жить, как все бывшие европейские империи. Да, именно к этому все идет. Россия это последняя империя. Кровавая, страшная, ужасная империя. Нам нужно помочь стать русским обычной постимперской страной, жить себе, жить для себя, не лезть никому, не вести завоевательные войны, имперские войны. Нужно вот стать нормальной цивилизованной страной фашистской России. Не знаю, что у нее из этого получится. Но я им настоятельно рекомендую, конечно. Чем быстрее, тем лучше. Враг Украины коррупция. Да, СЦ, это большой бич. Коррупция это оккупант, это преступник, это измена Родины. Это факт стопроцентный. На войне особенно. Это стопроцентная измена Родине. И вот это нужно вбить в головах у украинцев, у нас, у чеченцев должны произойти вот изменения. Мы должны понимать, что коррупция это враг. А то мы хотим победить вот эту империю, вот эту всю плохую власть,
прийти и потом тоже стать плохой властью, плохой империей, тоже воровать свой народ. Нет, не категорически этого нельзя делать. Маршал Хилл, республиканец. Враг Украины, коррупционеры в лицах. Да, и они известны. Они известны. Видел, как корабль, который вывозил беспилотники и шахеды из Ирана, был затоплен и отправлен на консорт Кобзону. Да, да, Адам. Ва алейкум ассалам, Осман Машуэль. Слава Украине, слава Чечне. Героям слава. Оля Кох меня тут спрашивает, а как же Третий Рейх? Кровь каких наций на их руках? Ваша любимая Европа. Оля, мы знаем, что произошло с Третьим Рейхом. И немцы сейчас совсем другие люди. Они не имперцы, они раскаялись за то, что они сделали. Они выплатили компенсации, сделали. Вот когда русские пройдут через этот этап, вот тогда мы тоже будем относиться к ним, как относимся сейчас к немцам. И это очень трудный, и в моральном смысле поступок очень трудный, и в экономическом это нелегко в стране вот, работать и выплачивать то, что какую-то ошибку совершили их отцы, деды. Но России пока очень далеко до Германии, очень далеко. Сейчас Россия совершает ужасные преступления. Да, когда-то нацисты совершали ужасные преступления. Но сейчас речь идет о другом. Черчилль в молодости тоже переживал, имперцем был, ничего, демократом стал под конец. Ну, тоже верно, конечно же. Но и Великобритания стала другой империей. Да, она стала влияние. Россия могла же также себя вести, понимаете? У нее есть спецслужбы, у нее есть там агенты. Она могла бы устроить там внутри своей страны справедливый какой-то режим, где был бы социальный лифт, где бы пробивались бы там достойные люди, не угрожать в военном плане. Мы живем в 21 веке, сейчас страны воюют не армиями, а деньгами, своим влиянием и так далее. Но Россия выбрала простой, потому что простой, тупой, кровавый путь, который в современном мире неприемлем. Причем она очень подло сделала, разваливая Советский Союз, который они сами развалили. Россия, русские, русская империя, она притворилась бедной, доброй, пушистой, демократической страной. Ее пустили во многие международные институты. Ей сказали, хорошо, если ты не хочешь жить по колхозной экономике, которая убивала народ, который не было ничего, как мы знаем, ну давайте перейдете на рыночную экономику, мы разрешим продавать ваш нефть, газ открыто всем странам, мы вам дадим равные условия, конкурентные условия. Занимайтесь. Вместо этого кучка КГБшников, вместо того, чтобы дать свободу своему народу, как она обещала и народу, и Западу, кучка КГБшников, которая развалила Советский Союз, чтобы распределить советскую собственность между собой. Мы, наши отцы, деды, бесплатно работали на Советский Союз, не имея ничего собственности. А КГБшники, которые заставляли нас любить Советский Союз, наших отцов, дедов, гнобили нас, сажали, отправляли на Соловки, расстреливали. Эти КГБшники, потомки этих КГБшников, они разделили эту собственность между собой и стали новыми дворянами, олигархами стали, хозяевами стали вот этой всей собственности. И тогда они решили эту собственность сохранить, эту власть, эти деньги. И им нужно несправедливое общество, где будет какой-нибудь Ваня, который способный, который умный, образованный, который поднимется на высоты и что-то полезное сделает для своего русского народа. Они начали устраивать имперские войны, понимаете? Это такой метод. Либо ты ведешь цивилизованно, демократично со своим народом, в таком случае ты должен терпеть конкуренцию. А Ваня, образованный и умный, может оказаться конкурентом, а он не нужен. Лучше пускай это будет спившийся какой-нибудь бич, которого они отправят на войну, чем это будет конкурентный там Ваня. Вот таким вот образом они ведут вот эти имперские войны. Все просто.
Им нужно удержать власть. А что им нужно обещать русским, если они не россиянам, если они не дают им денег, не дают им социальные условия, медицину, образование? Что им нужно дать? Им нужно дать обман, мираж им нужно дать, что вы великая русская нация, на которую хотят все напасть. Не хочет на вас никто напасть. Понимаете? Ичкерия, которая 1 миллион населения, не хотела на вас напасть. Грузия, которая там сколько, 6 миллионов, не хотела на вас напасть. В 2 раза меньше Украина не хотела на вас нападать. Ни одного метра русской земли, российской земли украинцами не занято. Война идет на территории Украины. Понимаете? Это все очевидные факты. Что бы нам пропаганда ни говорила, как бы нам это ни рассказывали. Почему Россия такая большая? Потому что она вела захватнические имперские войны. Подло, жестоко. И по-другому она не умеет. По-другому не умеет. Именно поэтому там люди талантливые, умные уезжают из этой страны. Он бы многое сделал бы для своей России. И был дан шанс. Был России дан шанс, понимаете? Даже когда она в Ичкерии творила геноцид, Запад закрыл на это глаза. И нашей стороне, вот Аят Эдигов мне рассказывал, когда он говорил с американцами, с другими там, представителями, говорил, ну, над нами совершают геноцид, что происходит? Говорит, потерпите, Россия станет демократической страной. Они верили, надеялись на это, потому что Россия очень много сделала, показав, что она демократическая, цивилизованная страна. Понимаете? Много что сделала. Да? И одновременно готовила топор за спиной. И вот теперь она показала истинное лицо. Все, больше с Россией разговаривать никто не будет. Больше Россию считать за ту, за кого они считали несколько еще лет назад, уже не будут. Все, Россия несостоявшееся государство. Его этот проект закрыт, как был закрыт Советский Союз. И именно русские, вот эти КГБшники пытаются перехватить инициативу, и они хотят сами переформатировать ее, чтобы снова остаться у власти, чтобы они за собой сохранили эту власть. Но с ними больше никто, с Путиным, с Патрушевым, никто не будет разговаривать. Это военные преступники. Международный уголовный суд Гааги выдал 1000 ордеров. 1000 ордеров выдано. Там 10 000 ордеров называются, имена, фамилии и так далее. Поэтому это все, этот проект закрыт. Это может растянуться на 3 года, на 5 лет это может, это на 10 лет может растянуться. Но цивилизация, англо-американская, западная цивилизация, она уже решила вопрос по поводу фашистской России. И я надеюсь, суд над террористической бандой КГБ, ФСБ в обязательном порядке. Поэтому другой выбор. КГБшники переходят на сторону, уже все, на сторону Запада переходят. Сдают, полностью все сдается, и ведется огромная работа. В очередях стоят КГБшники, генералы ФСБ, в очередях стоят, чтобы перейти на сторону, пройти полиграф, сдать там нужную информацию, чтобы сохраниться. Все прекрасно понимают, что Россия стратегически уже проиграла. Вот как дела обстоят. Каждый день то, что вот сегодня 850 уничтожено террористов, там вчера 1000, позавчера там 1000, каждый день около 1000 людей, вот этих оккупантов уничтожается. Это только они думают, что они какую-то победу, захватив там Авдеевку, захватить там Солидар какой-нибудь, Бахмут, что ничего не происходит. Инициатива полностью у украинцев. Понимаете, они не кичатся, ЗСУ, грудь себя не бьет и так далее, но инициатива, оружие, сила, все у украинцев есть. Победить Украину невозможно военным способом. Да, расшатать можно, там, стравить можно Залужного с Зеленским, еще там теракты провести можно. Победить невозможно. И это против того вот этого стравливания, вот провокации. Украинцы тоже не дураки, понимают, что стравливают, понимают, да, есть недовольство, есть, может быть, измена есть, предательство есть, все может быть. Но победить невозможно. Понимаете? Россия будет голодное время в России наступит. Вот замерзнуть хотели, заморозить украинцев и убить их с голоду, заморозить. Там в 30-е, 20-е годы голодоморы устраивали, сейчас морозить хотели. Вот это все будет в России. Это 100% факт. От этого никуда не деться.
Сейчас Россия, русские могут только же свергать свою власть, просить прощения, обещать выплатить все контрибуции. Чем быстрее русские это сделают, тем быстрее русские станут на путь исправления, на полные ответчики будут после этого, после поражения фашистской России. Вот как дела обстоят. Так, у нас эфир начал зависать, я так полагаю. Значит, делаем все правильно, друзья. Так. Звучит очень хорошо, что вы сказали о нашем числе. На самом деле мы грузины менее 4 миллиона. Андро, ну я чуть-чуть набросил. Я бы хотел бы, чтобы у вас было 6 миллионов, поэтому я сказал. 4 это тоже отличная цифра. Я просто думал почему-то 6. Асан, знаешь, что меня бесит наши власти и наши журналисты? Это то, что они ничего не говорят о русско-чеченской войне, что на самом деле произошло в те ужасные годы. Никто не говорит аж. Софа, вы имеете в виду ваших российских журналистов? Ну, российские журналисты это участники этих преступлений, они не будут об этом говорить. Даже вот в Украине тоже разные, которые, да, Киселевы, Миселевы, там разные есть товарищи, есть даже такие одиозные фигуры, террористы, как Невзоров, который получил гражданство. Ничего, они сами себя не могут копать себе могилу, поэтому нам придется самим их привлекать ответственность, мы должны об этом говорить. Асан, чего тебе не живется в демократической Европе? Вечно волнуешься о России, самому не надоело. ТТ, знаешь, в чем дело? Дело в том, что я волнуюсь не только вот за Россию, да, не столько за Россию, сколько я за себя волнуюсь, понимаешь? И вы для нас представляете экзистенциальную угрозу нашему существованию. Это не преувеличение. И мы вынуждены говорить о вас, мы хотим, чтобы вы стали нормальной демократической страной. Зачем вам этот империализм? Просто я не вижу никакого рационального объяснения тому, что делают. Я понимаю, что делают КГБшники, ФСБшники, там, они у власти, они и ваша там, элита, там, дворяне, там, вы холопы. Но вам, простым холопам, почему это интересно? Мы живем в современном мире, есть интернет, вы понимаете, что люди живут свободно, что не обязательно надо, чтобы тебя кто-то бил по голове все время. Поэтому мы хотим выжить просто. Наша задача, чтобы мы остались живых, остались свободными. Мы не хотим быть русскими, понимаешь? Не хотим, это нужно понять. Ты хотел бы быть чеченцем? Ты хотел бы, чтобы не просто ты сам лично выбор сделал, а вот мы тебя заставили быть чеченцем. Ты хотел бы? Мне кажется, чеченские законы очень справедливые. Чеченские очень там достойные. Достойная культура, в отличие от русского бескультурья, очень глубокие корни имеет, древнейшая цивилизация. Но вот насильно тебя заставить, я бы не хотел бы заставлять тебя насильно. Никого я бы не хотел бы заставлять. Если хочешь чеченец, будь чеченцем, не хочешь, будь русским, будь там другой национальности. Это твой выбор должен быть. Понимаете? Вы не должны лезть со своим свиным рылом в наш калашный ряд, понимаешь? Вы не должны. Вы не имеете права, понимаете, вы уже 400 лет к нам лезете, к украинцам лезете. Зачем? Просто объясните, КГБшникам понятно, они там жируют на вашей крови, на нашей крови. Вот что нас интересует. Вы не лезьте к нам, будьте нормальной цивилизованной страной. Мы будем с вами торговать, дружить, там, обмениваться там какими-то хорошими вещами. Но если вы приходите, нас убиваете, там вы русских спасаете. Это же наглая ложь. Донецк, Луганск, вы там русских спасаете. Там
В Луганске и Донецке 8 человек за 1 год убито, до этого 7 человек убито. Да, там вы вошли, война, все такое, убийство, это трагедия. Но 7-8 человек в год это ни о чем. Сейчас тысячи каждый день гибнут. Вы так русских спасаете? Так русских не спасают. Вы могли ввести санкции против Украины, ваш там флот находился, у вас там агентура была. Вы могли цивилизованно, по-человечески с ними разговаривать, не ущемляя их прав. У них есть ведь свое государство, свои права. Надо было так. Нет, вы решили, что вот Украина слабая, вы тут там парадом пройдете, они покорятся. Так же вы и про нас думали. И даже может быть, ваше руководство, оно не уверено, что у вас пройдет парадом все. Потому что у вас всегда не проходит это, не везде проходит это парадом. Но им не важно, важно, чтобы народ ввязался, русские, россияне, ввязались в войну. И потом это мясо подгонять, и потом уже причина войны забывается. Он убил моего друга, я убил его друга, он ранил моего товарища, я ранил его товарища. Все, уже месть идет, уже на месте идет. Просто конфликт развязывается. А для Путина это нормальное состояние. Если кто-то думает, что Путин там переживает, да, он переживает, что его трон пошатнется. Но его главное, чтобы в России было все спокойно. А то, что 1000 человек там, они говорят, в аварии погибают. Как Путин? Просто задумайтесь, ваш царь, которого вы боготворите, встречается с матерями убитых и говорит, он бы там где-нибудь в деревне спился бы. А тут вот он за родину погиб. За какую родину? Где он? Что он сделал хорошего, что пошел, убил украинца и сам погиб? Оставил там свою жену, детей без кормильца. Это же, ну вы не можете этого не видеть. Поэтому я не столько о русских, хотя и русских мне жалко, в конце концов. Мне интересует, чтобы вы к нам не лезли. Вот что самое главное. Остань, 400 лет назад во всем мире лезть к другу было в порядке вещей, но в 21 веке это уже дикостью считается. Конечно, и самое главное, вот эти, кто лезут, они сами подписывают документы, они признают эту Украину, они с ней сотрудничают, они признают их президентов, а потом лезут и говорят, брат, да, Кондрат, а потом раз и топор тебе. Подло. Ну, что поделаешь, вот такой вот мир. Если бы не было бы вот этой преступной, циничной, подлой, фашистской КГБ, ФСБ, вот этой России имперской, то мы бы не знали бы, насколько может быть нация, государство подлым и низко павшим. Это пример нам всем, чтобы мы могли героев сравнить, чтобы мы тьму со светом сравнить. Вот это абсолютное беспримесное зло. Слава Дудаеву. Аминь. Героям слава. Слава Украине, героям слава. Асан, неужели найдется столько мест в тюрьме чисто преступников, расистов немерено? Албанец, ну всех сажать, конечно, никто не будет. Всех сажать, это не солдат, например, он выполнял приказы, если он не погиб на поле боя, сдался в плен или закончился и не совершал военных преступлений, которые на войне очень трудно доказывать, очень трудно находить потом концы, хотя находят, все такое, то, конечно, они уйдут от ответственности. Все сотни тысяч, кто сейчас воевал, они как бы, даже если они в бою убили украинца, он может уйти от ответственности. Но вот командиры, военные политические силы, которые принимали решения, которые все это организовывали, да, вот они не уйдут от ответственности. И 10 тысяч человек, и в Украине тюрьмы найдутся, и в Европе найдутся, и везде найдутся тюрьмы, где их можно будет. Ну, некоторых можно будет, наверное, будет украинский Моссад действовать. Приговор будет приводить в исполнение по месту обнаружения преступника. Как-то так.
Асан, я задал вопрос: все страны мусульманские, которые помогают Путину, неужели, когда мы вернемся домой, мы будем с ними сотрудничать, будем с ними братские отношения, приглашать их в Чечню? Я лично против. Адам, это, конечно, очень верное замечание. Арабские страны, притворяющиеся нам братьями, там, сказки нам рассказывающие, которые дружат с Путиным, с нашим убийцей, принимают Кадырова и так далее. Но всем по заслугам воздастся. С какими-то странами мы не будем устанавливать дипломатические отношения, с кем-то у нас они будут холодные. Ну, будем смотреть, кто виноват, кто больше виноват, кто меньше. А так, конечно же, надо обращать внимание, и арабские страны это такой форпост фашистской России, и никакие они нам не братья. А я украинец, ладно, может быть, неправильно вопрос задал. Софо, вы украинец. Я извиняюсь, я думал почему-то россиянин, но украинцам тоже, да, у меня, ну, конечно, не тоже украинцы, есть украинцы, а не пропагандисты российские. Но есть те, которым очень много у нас вопросов, и, к большому сожалению, украинцы очень мало говорят о русско-чеченской войне, называют ее чеченской войной, и мы даже иногда ее сами называем. Те, кто не очень хорошо в этом разбирается, тоже можем сказать чеченская, но это нисколько не чеченская война, русско-чеченская война, не гражданская эта война. И нам, чеченцам, нужно больше работать, чеченцам, живущим в Украине, нужно больше работать в этом плане, выходить на медийные открытия, с журналистами разговаривать. Да, это у нас в этом плане немножко есть отставание именно в пропаганде, именно в информационном освещении. Нас за это, как мы знаем, дома родственников пытают, убивают, это очень сложно. Поэтому как-то так, но будем работать с украинцами, будем просвещать их, будем говорить им. Воздастся по заслугам. Да, смотрю, как Европа будет деградировать. Оля Кох. Я так понимаю, вы, наверное, в Германии, раз у вас фамилия Кох, там, наверное, если вы не выдуманный какой-нибудь персонаж, который мне тут очень часто, мне тут фабрика троллей у меня тут бывает. Знаете, возможно, Европа будет деградировать, она будет загнивать и так далее. Ну, давайте просто вспомним, недалеко уходя в историю, наше детство, ну, свое детство, например, мне 46 лет, и в 80-е годы нам всем рассказывали, и в 70-е, когда меня не было, тоже об этом говорили, что Европа загнивает, Запад загнивает, были плакаты, мы и сейчас можем их в интернете видеть, разные карикатуры, как Европа загнивает там и так далее. А в итоге Европа, Запад сегодня отправляет ракеты в космос, частное лицо, как Илон Маск, например, гражданин Америки, запускает ракеты. Марсоход, например, нам показывает видео с Марса. Интернет, искусственный интеллект, медицина. Вот в этой загревающей Европе они так загнивают, что все больные приезжают сюда лечиться, все богатые люди приезжают сюда. Поэтому, конечно же, это все абсолютно не выдерживает никакой критики, то, что вы говорите, что Европа деградирует, она загнется. Абсолютно это не так. Европа очень сильная, она очень многогранная. Да, экономические проблемы будут, особенно если идет война, особенно если там были какие-то там экономические связи с Россией. Это не секрет, Россия поставляла газ, нефть, древесину, много чего полезного. Но вот сейчас от этого отказалась, наша Германия, например, уже отказалась, другие страны тоже отказываются. И это влияет, конечно же, влияет на экономику, но, знаете, это может быть небольшой чих, небольшая простуда.
А для России будет смертельная просто болезнь, от которой Россия уже не оклемается. Поэтому это две разные вещи. Не обманывайте себя. Вам 48 лет. Ну, тогда мы фактически ровесники, тогда мы знаем, о чем говорим. Не обманывайте себя. Не нужно рассказывать сказки, что Европа деградирует, что там она там загнивает. Ничего подобного. Очень все отлично. А потом, и знаете, вот те деньги, которые сейчас разрушают Украину, средства, которые потребуются, чтобы возместить те убытки, которые сейчас несет Украина, те убытки, которые несут западные страны, они все будут у России изыматься. Никуда ваша Россия не денется. Вы все заплатите. Более того, уже 260 миллиардов долларов уже арестовано. Арестовываются дальше счета. Потом, когда война закончится, вот этих 260 миллиардов хватит на все, чтобы восстановить Украине и возместить убытки для этих стран. Еще будут триллионы здесь долларов фашистских, российских денег. Более того, когда уже все закончится, из России будут поставлять, Россия дальше платить будет, десятилетиями Россия будет выплачивать, понимаете? Поэтому, ну да, сегодня немножко захворать может, чихнуть может Европа, Америка, а Россия сдохнет просто, и все. Как-то так. Это бумага. Что бумага? Деньги вы имеете бумага? Сейчас деньги даже не на бумаге. Причем здесь бумага это или не бумага? Деньги сейчас в компьютере, цифры просто, банковские переводы. Сейчас есть и биткоины, разные есть деньги. Дело не в этом. Дело в том, что фашистская Россия стратегически проиграла. Стратегически. Наперед, на поколение проиграла. Россию убьет только гражданская война. Значит, ей придется испить сию чашу сполна. Был в этом году в Германии, загнивает, всем бы так позагнивать. Вуйка с кулеметом. Да, совершенно верно. Мы живем здесь, в Германии, мы здесь видим, что происходит. Абсолютно никто не загнивает, никто не парится. Да, не хотят войны, да, боятся войны, готовятся к войне. Германия полностью становится уже другой страной. И все благодаря фашистской России, которая вывела Германию из летаргического сна и тех ограничений, которые после Второй мировой войны на нее были наложены, она сама на себя их взяла. Ну теперь вот Германия становится очень мощной страной, и я рад этому. Германия тратит много денег на вооружение, на защиту свою, а немцы это хорошие солдаты, всегда были, всегда будут. Поэтому здесь никто не загнивает, здесь наоборот, все отлично. И Франция тоже. Конечно, никто не загнивает, это все сказки. Ассаламу алейкум, Асан, ты в курсе, что Россия фашистское государство? Алейкум салам, Юсуп. Конечно, я в курсе, что Россия фашистское государство. Россия живучая оказалась. Мне уже начинает казаться, что она переживет и США, и Израиль. Это тебе только кажется. Советский Союз не пережил США и Израиль. И недообразование фашистская РФ, она тоже перестанет существовать. Понимаешь?
Валейкум ассалам, Армане. Желаю Германии идти дальше этим маршрутом. На зло России шагайте в каменный век. Ну, Оля, ну это же смешно. Какой каменный век? Вы о чем говорите? Здесь современные технологии. Германия есть часть огромной финансовой, экономической системы, мировой системы. Германия одна из ведущих стран Европы, если не ведущая страна в Европе. О чем вы говорите? Каменный, это смешно просто. Россия превращает себя в каменный век. Понимаете? Россия под видом защиты русских убивает русских. Русских украинцев убивает. Русских убивает. Всех убивает. Какая технология в Германии? Назови в данный момент. Оля, ну мне кажется, вы такие вещи откровенные говорите. Ну, посмотрите на инженеростроение, машиностроение. Давайте возьмем любые автомобили немецкие, которые просто напичканы современные автомобили. Мерседесы, BMW, Audi. Давайте возьмем строительную технику. Давайте возьмем любое другое производство, которое есть в Германии. Их огромное количество, начиная от молотков, заканчивая там разными Hilti, Milti там, и другими Бошами и так далее. Германия очень сильное государство. Очень сильно. Оно очень миролюбивым было. Русские теперь делают его не миролюбивым, теперь его делают еще военной державой. И она станет таковой, я вас уверяю. 5-10 лет Германия станет очень мощной военной державой. Потому что все поменялось уже. Все. Это вы вынудили. И я надеюсь, она останется такой же демократической, такой же цивилизованной. Но и если она будет еще сильная и может защитить меня, как жителя, проживающего здесь, я буду только рад. Если здесь будут жить мои дети, я тоже буду рад. Да, в принципе, даже если мы не будем здесь жить, я за немцев буду рад, что у них будет мощное, сильное государство. Поэтому все есть в Германии. Вам просто смешно, что вы говорите. Наладим мы производство, вы не переживайте. Вы про что вы говорите? Про Россию? Да у вас уже так было 20 с чем-то лет. Вы ничего не наладили. Ни заводы не открыли, ни фабрики. Вы все просто продавали, грабили. Понимаете? Россию ждет голод. Самый настоящий голод и холод. Эта зима будет тяжелая, следующая зима будет тяжелая, следующий год будет тяжелейший для России. Вот я вам могу предсказать. Россию даже каменным веком с трудом назовешь. Это просто болото. Да, именно так. Арестович тоже бредит, что у Запада больше нет сил для помощи Украине. Но поверит, это значит себя, ему поверить. Конечно, нет, это все туфта то, что Арестович говорит. Арестович уже переобувается. Я не могу понять, что он делает, что происходит в его голове. Против него возбуждены уголовные дела. Он сбежал сейчас в Америку, оттуда вещает. Может, это какая-то там, я не знаю, отчаянная попытка Арестовича там, умереть, там, сражаясь против Украины, против Запада. Может быть, это другая какая-то игра, какая там происходит. Не знаю, мне кажется, Арестович уже просто совершил столько ошибок, но он оказался, если изначально он оказался не на правильной стороне истории. Арестович себя вел как предатель Украины, я могу сказать, изначально. А сейчас, что он делает? Ну, Бог ему судья, и я думаю,
уголовный суд Украины решит вопрос с ним. В Германии какой-нибудь деревне больше предприятий, чем по всей России. Здесь даже прищепку придумали в деревне. Конечно. Как сказал еврей-блогер доктор Фауст, медведь загнали в клетку, отобрали хавчик и теперь ждут, чтобы он умер с голоду. Именно так. Сейчас будут зубы вырывать медведю. Арестович, подобный ему хороший русский, работает унисон с бомбежками Украины и ФСБшниками. Да, Амзат, именно так. Именно так. Россия будет сверхдержавой, как бы вы этого не хотели. АВС, за 10 лет, говорит, она будет. АВС, скажи, пожалуйста, почему за 30 лет, за 24 года, 23 года, 24 года правления Путина она не стала вот этой сверхдержавой? Почему у вас закрыли все заводы и фабрики? Почему? Почему? Зачем ты обманываешь себя? Зачем ты обманываешь людей? Нам эти сказки рассказываешь. Не стали вы и не станете. Вот в чем проблема, понимаешь? Вот в чем проблема. Вы обманываете себя. Дело в том, что вашими жизнями, русские, вашими жизнями в день по 1000 человек, по 800 человек, Путин живет. Он нормально, это его нормальное состояние. Он приходил с войной. Тогда не вся Россия тогда это ощутила, когда вы топили в геноциде в крови чеченский народ. Но с тех пор он убивает каждый раз. Он живет этой войной, понимаете? И сейчас у него другого выбора нет. Кроме, он отдаст все, он Крым отдаст. Он готов заплатить контрибуции, он на все готов. С ним не готовы больше разговаривать. Вот в чем вопрос. Он готов полностью все. Оставьте, говорит, меня. Он говорит, мы тебя не оставим. Ты преступник. На него вы выдали уже все, ордер. Это преступник. Понимаете? Вам нужно быстрее свергать своего Путина, отстранять всю эту КГБшную кодлу, как в 91-м планировали провести люстрацию, рассекретить все архивы, провести люстрацию. КГБ должно быть отстранено от управления государством. Спецслужбы не должны управлять государством. Спецслужбы должны защищать государственный строй. Управлять государством должны политики, там, ученые, журналисты, кто там имеет право влияния, авторитеты, лидеры общества. А государство, спецслужбы, они не должно стать самым государством. Так произошло в России. Спецслужбы это орган защищающий, это политическая полиция, защищающая государство. Понимаете? Пока вы это не поймете и не избавитесь от этих КГБшников, причем потомственно вас, миллионами нас всех казнивших, расстреливавших, ничего не изменится. Понимаете? Все будет хуже и хуже, а вы будете терпеть. Они говорят, идите воюйте за Россию. И вы будете себя обманывать и нас обманывать. И все, вы нас придете убивать, мы вас будем убивать. Вот и все. Они будут жировать. Пока вы не закончитесь. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее и лучше будет для вас. Ну и для нас, соответственно, тоже, конечно. Поэтому ничего не сделал ваш Путин, ничего не сделал ваш Патрушев. За эти миллиарды, триллионы долларов у вас было. У вас 25 лет, 24 года Путин у власти. Что он сделал? Чего у вас? Какое производство? Вы чего добились? Сколько вы открыли? Какие технологии, нанотехнологии вы изобрели? Что вы дали миру? Ничего. Только то, что вам мир давал, вы у них покупали за нефть, за газ, за доллары. И все. И жили припеваючи, все нормально было. Вам сказали, живите, развивайтесь, станьте богаче, все. Но ваша власть не захотела. Потому что эта власть понимала, что народ не хочет ее, не поддерживает ее. Когда Навальный, люди выходили, кто такой был Навальный? Навальный ноль, он никто. Люди выходили с протестом, а Навальный, Собчак, там другие, третьи, они поддержали эту всю тему, чтобы перехватить инициативу. И все, вот что был Навальный. Но вот эти тысячи, сотни тысяч людей, которые выходили на площади, на митинги, протестовали, это был порыв
против этой власти. Власть должна уйти, она не должна сидеть 20 лет, там, всю свою жизнь. Понимаете, это демократическая страна. Так человечество к этому пришло. Вы думаете, здесь хотят люди власть отпускать? Ну так заведено, потому что только так государство развивается. И ты уступаешь своим политическим амбициям, властным своим каким-то желаниям. Ты уступаешь ради своего народа, ради своей страны, ради будущего. Ты отходишь в сторону, приходит молодой, он дальше развивается. Но не спецслужба, которая захватила эту власть, и только ты рыпнешься, тебя убивают. Ты только политически о чем-то задумаешь, против тебя готовятся разные спецоперации, провокации, и все, тебя берут в разработку. Только появляется чуть-чуть пассионарий, русский, россиянин, любой, кто там проживает, все, на него начинается охота. Его нужно дискредитировать, его нужно подкупить, все. И нету свободного, здорового политического общества в этой стране. Понимаете? И это приводит к этим войнам. Да, в Чечне получилось, там заврали, обманули, там тонны лжи вылили, там и так маленькая Ичкерия, там чеченский народ, в нем внутри проводилась масштабная работа, на Западе, да, вроде все устаканилось, простили. Нет, надо дальше идти, надо дальше. Почему? Потому что внутри народ недоволен был. Рано или поздно Путин состарится, надо власть передать своему человеку. Потому что если придет какой-нибудь Ваня с улицы, придет захватить власть, он их всех раскулачит. Он скажет, а зачем мне Патрушев? Если Путин уйдет и Патрушев не станет на место, а придет Вася какой-нибудь. Он скажет, а зачем мне Патрушев? Зачем мне эти кланы? Зачем КГБшники тут, неодворяне? Вы офицеры, вы служите стране, вы защищаете конституционный строй, вот эту конституцию, которую принял наш народ. Все, твоя задача на этом заканчивается. Ты не ФСБшник, где ты выходишь, везде ксивы показываешь, все тебя боятся. Нет. Или ты оккупант, который ты на народе сидишь и кормишься за народ. Или ты защитник этого народа, который получает достойную зарплату, там, обеспечивает свои льготы какие-то имеет, обеспечивает свою семью. Там, и так далее, и так далее. Этого же нет. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Ва алейкум ассалам. Русские не понимают, они без диктатуры жизни не представляют. Понимают, некоторые понимают, Вуйко. Есть эти, кто понимает, есть. Просто их заткнули. И они трусливы. Русские, знаете, в Советском Союзе все народы подвергались репрессиям, там, но самые репрессированные это были чеченцы. Так вот, я пришел к выводу, что на втором месте после чеченцев репрессировали, экспериментировали, разобщали, воздействовали на русских. После чеченцев идут русские. Они разобщены просто. Они не верят друг другу, они не доверяют друг другу. У них нет единого понимания, у них нет единой истории. Вот что сейчас объединяет украинцев? История, церковь, культура, язык, традиции. Вот этого всего у русских нет. Но есть язык, есть искусственный, неискусственный язык есть. Там какие-то другие вещи есть, которые объединяют. Но по большей части нету настоящей истории. А настоящая история, она ценна тем, что ты знаешь свою общность. Что ты знаешь, если это она достоверная, настоящая история, что так было в истории у нас. Значит, если вот в следующий раз на очередном спирали вот этой истории, когда завернется и мы окажемся в этой ситуации, мы знаем, как принять решение, потому что наши предки принимали так решения. Так делает Великобритания, так делает США, так делают чеченцы, так делают украинцы, а русские так не могут делать, потому что вся история выдумана. Не могут они опираться на опыт, который на самом деле был совсем другой. Да, как в том анекдоте про там укравшийся миллион, выигранный миллион в казино. Да, не миллион выиграл, а проиграл. И не миллион, а там 10 тысяч. Все совсем по-другому оказывается. Поэтому русским нужно все это пережить, переболеть этим. Только так избавиться от имперства. Полностью избавиться от имперства.
по-другому имперцев мы не приемлем, украинцы не приемлют, Запад не приемлет, чеченцы, грузины, мы все не приемлем имперство. Да, силой они задавить могут, маленькую Ичкерию могут, часть Грузии могут захватить, всю Грузию могут. А дальше что? Спокойствие не наступает, нету никакого, это бандитизм, это грабеж, мародерство, убийство, кровь. Так не бывает, если ты собираешься развиваться. Сейчас границ нет. Мы живем в Европе здесь. Я могу сейчас встать, я не гражданин пока еще Германии. Я могу абсолютно без границ, чеченский террорист я, да, как в России меня воспринимают. Мою машину никто не досмотрит. Я всю Европу от начала до конца могу проехать. До меня нет никому дела. Здесь ты переезжаешь, узнаешь только по навигатору в машине, что ты пересек границу, когда поменялись там названия, буквы там, у каждого там свой язык, свои буквы, хотя кириллица, латиница, но понимаешь, вот так мир будет жить, мир уже открылся, интернет уже побил эти все, разбил все эти границы. Все, мы уже можем секретную информацию передавать там друг другу, говорить что угодно, перемещаться открыто. Почему не прийти к этому? Зачем? У меня нет объяснений. Я понимаю КГБшников. Им эти миллиарды нужно сохранить, передать власть, у них система. Они бандиты, это преступники, это самые опасные головорезы. Народу зачем это? На Васе, которого посылают идти воевать в Украину, которого вчера они братьями называли, почему нет этого когнитивного диссонанса у человека? Вчера мы их называли братьями, сейчас я иду их убивать. Как я пойду их убивать? Я же вчера, это же в моей голове было, даже если мне телевизор это не говорил, у меня же в голове было, что он вчера брат. Что он мне сделал сегодня, чтобы я его убивал? Ничего. На его землю приходишь. Ты зачем нацистов, фашистов? Да Россия это фашист. Откройте любой, вот сейчас они там много говорят про братство, там туда-сюда, там единые там народы, там все народы России должны жить там как едины, сейчас на войну послать мясо нужно, они сказки рассказывают. Откройте, cian.ru называется, самый большой сайт недвижимости. Я еще когда жил в Москве, я с ними постоянно воевал, туда звонил. Сдаю только русским, только славяне, ни таджик, ни Кавказ. Можно с собаками, но не Кавказ. Можно с животными, но не Азия. Вот так пишут объявления там. Это самые настоящие фашисты, которые считают, что они там пупы земли, что они должны там командовать. Не нужно нам ваше командование. Мы не приемлем ваше командование, русские. Понимаете? Мы это не значит, что мы вас этим оскорбляем. Что вы должны обидеться на нас, что из-за того, что мы не хотели говорить на вашем языке, подчиняться вашим законам. Жить там, как вы нам укажете. Вы сами не можете жить. Вы сами не можете ничего создать. Как вы можете учить других? Людей, у которых там настоящая, достоверная история, глубокие корни, там, цивилизация своя есть. Зачем вам это нужно? У меня в голове до сих пор не укладывается. В детстве объясняют, мы великие, мы должны это. А зачем тебе это? Зачем? Так, нам тролли эти, как обычно, заходят. Буду иногда вас банить, чтобы вы тут не расслаблялись. Так. Надо Патрушева попросить, чтобы Путин отрыл, так как у него это получается. Да, Патрушев там специалист. Согласен, как он вчера сказал одному чмобику, когда он спросил из Украины, все живые вернуть, и тот говорит, да, доктор Фауст, черт побери, недоработка. Да, это русская загадная душа бьет, значит любит, или боятся, значит уважает. Как их понимать, уникальных таких?
Да, к сожалению, это так. К сожалению, это так, Вуйка. На протяжении столетий русские, украинцы, славяне враждуют, объединяют, на этот раз ничего не изменится. На этот раз изменится. Как меня бесит эта русская душа, где смекалка считается обман. Да, обман это удаль, это правда. Друзья, сегодняшний стрим наш подходит к концу, 1,5 часа мы в эфире. Жду вас в воскресенье на чеченском и в понедельник на русском языке будет стрим. Дай бог, следите за новостями и за анонсами. Посмотрим, начинаются праздники. Я, может, поеду отдохну куда-нибудь. Тоже нужно немножко развеяться. Но всегда буду держать руку на пульсе. Всего самого хорошего. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Адикюэль маш оэль шумаселя бюстея калюэль. Всего самого хорошего, друзья.